Эпидобстановка в республике по-прежнему остается сложной. В связи с этим в регионе введены ограничительные меры по празднованию Нового года. По словам заместителя председателя правительства региона Марьям Амриевой, традиционное массовое празднование отменено. Однако в некоторых случаях, к примеру, в школах, разрешается проводить мероприятия, но с условием соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарных норм. Разумеется, Новый год – это праздник для всех. Мы провожаем старый Новый год и встречаем новый. И у всех людей, конечно, в этой связи должно быть праздничное, хорошее настроение. Поэтому в целях подготовки проведения мероприятий по празднованию Нового года разработан план проведения мероприятий Республики Ингушетия. Однако все вы знаете, что в наших школах досрочно дети отпущены на каникулы с 21 декабря. 21 декабря. Чтобы разорвать эту цепь распространения коронавирусной инфекции, мы используем этот момент, когда у нас идут традиционные каникулы, но чуть раньше на неделю это увеличили. Далее. Всех призываем к тому, чтобы все наши традиционные мероприятия, связанные с ритуальными мероприятия, а также проведение свадебных мероприятий, убедительная просьба провести эти мероприятия с соблюдением ограничительных мер. Потому что та статистика, которую мы получаем с учреждений медицинских, она говорит о том, что это очень важно и нужно для того, чтобы предотвратить или уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Это делается в интересах людей, это делается в интересах здоровья наших близких, родных, наших соседей, наших жителей. Также необходимо сказать, что принято решение организовать бесперебойную работу горячей линии для приема звонков от жителей Республики Ингушетия по вопросам коронавирусной инфекции. И любой человек может позвонить по горячей линии и рассказать о своей проблеме. Кроме этого, будет на период новогодних каникул будет работать в правительстве оперативный штаб. По всем вопросам человек может обратиться, позвонить и получить необходимую консультацию.